Сейчас мы находимся на станции скорой медицинской помощи. Вот это диспетчерская, куда поступают наши звонки, когда мы набираем 03 и просим о помощи. Но беглым взглядом, окинув эти помещения, мы можем сделать вывод, что на сегодняшний день 03 сами нуждаются в помощи. Кто им окажет помощь? Условия, в которых они находятся, конечно, требуют улучшения. В этих условиях работать становится порой невозможно. Поток обращений увеличивается, необходимы новые площади. Обращаясь к исполняющему обязанности главного врача Емельяненко Александру Константиновичу. Александр Константинович, мы побывали в ваших помещениях. Особого уюта здесь нет. Расскажите, как вам работается в этом здании? Начнем со здания. Это здание арендуется у работников ГУСа. Это не типовое здание скорой медицинской помощи. Ну, а назвав этот кабинет кабинетом главного врача, это, конечно, вы меня немножко даже развеселили. В этом кабинете находится, значит, помимо администратора, находятся и врачи, которые работают на смене. Ну и представьте и положение главного врача, положение данных врачей, которые находятся на смене. Как тут можно работать? Это ваша комната отдыха? Ну, можно назвать, что комната отдыха врачей после 17 часов и кабинет главного врача до 17 часов. А другие помещения? Ну, другие помещения. У нас, значит, имеется комната отдыха фельдшеров, комната отдыха водителей, процедурный кабинет и кабинет старшего фельдшера. Естественно, все эти помещения не приспособлены для работы, для отдыха персонала, особенно в ночное время. Работа пульта. Легко ли работать на пульте в данной ситуации? Ну, вы меня просто опять немножко повеселили даже, если можно так, значит, выразиться. Пульта никакого на станции скорой медицинской помощи не существует. Существует диспетчерская, где находится, значит, телефон 03, городской телефон и прямая связь с сотрудниками ГОВД. Какого-либо пульта с прямой связью со стационарами, как это, значит, положено, с пожарной охраной у нас нет. И поэтому, естественно, диспетчерам работать очень и очень тяжело. Александр Константинович, работа скорой помощи немыслимо без машины. Они у вас, что называется, под рукой. Как у вас обеспеченность машинами? Но опять вы очень хорошо рассказали, что у нас машина находится под рукой. Да, действительно. Наши машины, нашей станции, начиная с сентября месяца, то есть с первых холодов, находятся постоянно у нас под рукой, у нас под окном, с включенными двигателями. А вы представьте, что это такое. Мы сейчас находимся на больничном комплексе. Это помещение будущей станции скорой медицинской помощи. Идут строительные работы. Конец года, конец месяца. Александр Константинович, когда вы сможете переехать в это здание? В это здание вопрос, конечно, очень сложный. Строители, по всей видимости, по плану хотят сдать это здание к Новому году, до начала Нового года. Но как получится на самом деле, вопрос остается очень сложный, вопрос остается открытым. Какие здесь проблемы? Ну, наверное, проблема у строителей. Значит, дела обстоят так. Конец окончания сдачи данного объекта в декабре. В каких условиях работают работники станции скорой медицинской помощи, конечно, остается желать лучшего. Вот вы непосредственно исполнители, непосредственно работники на данном объекте. Скажите, пожалуйста, могут ли медицинские работники уже в январе переселиться в это здание? Что сказать, мы приехали только сюда вчера, и еще точно мы еще не знаем, управимся мы или нет. Но вообще наш объем мы должны сдать к Новому году. А ваши объемы это какие? Гараж и подвал. Тот объем работ, который на сегодняшний день есть, у вас полная уверенность, что вы с ними справитесь.
Но у вас есть уверенность, что уже в январе вы сможете работать в этом здании? Нет, уверенности у меня нет никакой. Ну что ж, мы будем ждать, когда вы переедете в это здание, и наш репортаж будет обязательно о переселении, о том, в каких условиях вы будете работать. Мы будем с нетерпением, так же, как и вы, ждать этого момента. Ну а пока мы только будем надеяться на строителей и ждать, когда они нам построят это прекрасное здание, когда в ней смогут работать работники станции скорой медицинской помощи.